Изменение – закон жизни, и те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, бесспорно пропустят будущее. Джон Фицджеральд Кеннеди. «Америка – прекрасная страна». Эту песенку, которую многие из нас воспринимают со смешанными чувствами отвращения и умиления разом, распевает уже несколько поколений американцев. Имея на то основание, кстати. Если ненадолго выключить в себе внутреннего патриотического цензора, то можно заметить, что, например, издание «Капитолия», издание «Белого дома» и мемориал Линкольна в Вашингтоне прекрасны, как минимум, в архитектурном отношении. А улицы, по которым вам все же придется пройти, чтобы добраться до этих достопримечательных мест, сами по себе достопримечательны не менее. Они уютные, они зеленые, они стерильные, и они, как бы это сказать, человечные. Здесь вы легко впадаете в беспамятство в том смысле, что никакой памяти на вашем телефоне или фотоаппарате на всю эту живопись никогда не хватит. Вашингтон, выражаясь словами, удовлетворяющими все политические предпочтения российских граждан, отвратительно хорош. Свобода! Вот это, пожалуй, то самое слово, которое как нельзя лучше подходит к тому, что вы видите здесь, в Вашингтоне. Это дух свободы проносится над местными водными, парковыми, зелеными пространствами, не оставляя вам и тени сомнения в том, что вы в столице Соединенных Штатов Америки. Но, конечно же, у каждой свободы тоже есть ограничения. Например, в Вашингтоне вы никогда не увидите небоскребов, поскольку это запрещено законодательно. И вот почему. Потому что на верхушке знаменитого Капитолия расположена статуя свободы. Да-да, это та самая главная и самая высокая статуя свободы в Соединенных Штатах Америки. Но может ли что-либо быть выше свободы? Конечно, нет, этого быть не может, поэтому в Вашингтоне нет зданий выше Капитолия. И все относятся к этому совершенно спокойно, потому что американцы знают, что быть выше – это не значит быть лучше, а никаких ограничений в плане повышения качества, уровня жизни для жителей этого города нет, и быть их не может. Вашингтон уже сегодня называют самым зеленым, самым комфортабельным и самым фешенебельным городом Америки. Наверное, его можно сравнить с современным американским автомобилем. Это столь же солидно, столь же дорого и столь же просторно. Ну, казалось бы, ну чего им еще? Но Вашингтонский обком, Вашингтонская мэрия заняты планированием. И это не те самые российские мечты, которым никогда не суждено сбыться. Это настоящее планирование, которое практически сродни предсказанию. К 2032 году здесь, в Вашингтоне, выброс парниковых газов в атмосферу будет уменьшен на 50%. Настолько же будет увеличена площадь всех водных и зеленых парковых зон. Количество автомобильных поездок по городу сократится на 25%, при этом количество передвижений по городу на велосипедах, на общественном транспорте или просто пешком увеличится на 75%. Вот представьте себе, какой политикой занят этот Вашингтонский обком. Да, это политика, но это политика баланса интересов всех людей, проживающих в этом городе. Так что сравнение с автомобилем может быть не очень корректно, тем более, что уже сегодня практически 40% людей, живущих здесь, что очень странно для Америки, не имеют собственной машины. Да и вот сейчас мы с вами идем по знаменитой Пенсильвания-авеню по направлению к Капитолию. И где мы идем? Посередине. Мне здесь, конечно, ходить нельзя, и пешеход, но велосипедистам можно. Можно! Прямо посередине этой улицы. Велодорожка, проложенная вдоль главной улицы столицы Соединенных Штатов всего несколько лет назад, это, так сказать, выставочный экспонат. Возможно, это не самая безопасная велодорожка в городе, но это фактически знамя перемен. Если мы смогли сделать это здесь, то что нам мешает сделать это всюду, как бы провозглашают жители Вашингтона? Да, жители. Тому факту, что количество велосипедистов здесь уже превысило количество политиков, город обязан своим гражданам в первую очередь. Это Америка. Тут нет вертикали, и все связи между народом и властью строго горизонтальны.
Конечно, люди приезжают сюда, в Вашингтон, не только лишь за тем, чтобы полюбоваться на местные достопримечательности, такие как мемориал Линкольна или Белый дом. Люди приезжают сюда, в Вашингтон, для того, чтобы увидеть этот город, один из наиболее развивающихся городов в мире. Вот этот термин development, развитие, он здесь буквально повсюду. Вот здесь, где мы сейчас находимся, на набережной реки Потомак, в Джорджтауне, в Вашингтоне, когда-то не было, буквально ничего, что радовало бы глаз местных жителей. Было это совсем недавно. Ну вот, посмотрите, какая красота здесь сделана людьми. И когда я говорю людьми, я подразумеваю именно это, потому что люди решили, что им нужно изменить это место, люди решили, как это сделать, и сделали это безо всякого участия местных властей. Это большое отличие нас от них в том, что здесь все решает сообщество, так называемые комьюнитис. И вот результат. Красота по-американски. Каждое деревце, каждая фонтанная струя и каждая лавочка здесь – это результат компромисса между жителями и проектировщиками. Да, что-то подобное есть сегодня и у нас. Но в США вам приходится иметь дело с целым сонмом ассоциаций, сообществ, братств и соседств, каждая из которых вполне способна затаскать вас по судам за один единственный не в то место уложенный кирпичик. Жители Вашингтона и так не сидят по домам, а у них еще есть представители, комиссары, работающие лишь за идею. Сложная американская система прав и обязанностей, с которой приходилось работать Джеффу Кьяботти, нашему собеседнику. Это не просто всегда, как вы себе представляете, наверное. Тут масса сталкивающихся противоположных интересов. У города это одно, у тех, кто живет здесь, у горожан, это другое, у частных организаций, у бизнеса, который здесь работает, это всегда третье. А что, бизнес тут как-то заинтересован в пешеходной инфраструктуре? Вы знаете, в Америке бизнес в последние годы все-таки пришел к пониманию того, что не только автовладельцы для них важны, доступ автовладельцев к их магазинам. Если у вас рядом великолепные пешеходные пространства, то однозначно количество покупателей растет. И количество денег тоже. Да, и прибыли тоже, мы надеемся. Американцы, несомненно, не были бы американцами, если бы ограничились тут чем-то одним и не попытались бы облагородить и соседний участок земли. На этой улице, примыкающей к набережной, когда-то было то, что здесь называют «месс», для чего в русском языке существует подходящее по смыслу слово «бардак». Абсолютно небезопасно для всех участников движения. И взялись. И город сказал: давайте посмотрим, как мы можем улучшить это место. Вот что мы сделали, например. Вот здесь парковка была. Мы ее убрали, освободили место для велодорожки и для вот этого буфера между велодорожкой и дорогой. То есть мы создали хорошо защищенную велодорожку для детей, для семей, для всех. Важнейшая деталь. Велодорожки здесь защищены. Защищены по-разному, где припаркованными автомобилями, где чисто визуальными столбиками. Дешево и сердито, и это работает. И знаете, что случилось, когда мы не просто покрасили велодорожку, а стали защищать ее? Семьи вышли на улицу, выехали на велосипедах. Мамы, папы, люди старшего возраста. И не только они, это маленький сегмент. Все начали использовать эту дорогу, как только мы ее обезопасили. То есть вы увеличили количество велосипедистов? Да, точно. Оказалось, что едва ли не все хотят ездить на велосипеде. Конечно, сегодня количество людей в Вашингтоне, которые катаются на велосипедах или вот на таких штуках, которые здесь называют скутерами, еще немного. Называют разные цифры, но в принципе это 9%. 9% людей, которые ездят вот на таких скутерах или велосипедах на работу и потом обратно с работы домой. Но вскоре говорят, что их будет 25%. И что-то нам подсказывает ведь, что именно так и будет. Во всяком случае, весь мировой опыт говорит именно об этом. Количество велодорожек в Вашингтоне ежегодно растет на десятки километров. Потому что к процессу переформатирования пространств подключились вот те самые ассоциации, сообщества, братства и соседства. Где же они? Да они повсюду. Ну а сейчас мы с вами находимся в одном из парков Вашингтона на мероприятии, которое, сложно себе представить нам в России, в Европе такого мы тоже не видели. Это целая выставка, это целая ярмарка, называется она Civic Fest. Это что-то вроде фестиваля гражданской активности. Здесь действительно происходит именно это, очень много столов, очень много людей. Все эти люди
пришли сюда не просто так, и, конечно же, не за деньги. Все эти люди за что-то воюют, за что-то выступают. Это все некие организации, которые как-то по-своему видят эту действительность вашингтонскую. Вот здесь, например, вы видите вот этот плакат «Hungry for Justice». Как перевести на русский, не знаю, но примерно так, что мы изголодались по справедливости. По какой справедливости изголодались, в принципе, можно понять. Этот столик выступает за то, чтобы повысить плату людям, которые работают в различных заведениях, ежечасную плату. Так вы, значит, боретесь за более высокую зарплату работника, за чаевые? Да, мы за тех, для кого это важно. А это любые работники, в основном низкооплачиваемые. Ну, а вот это как раз по нашей теме. Здесь мы видим столик так называемой организации ВАБА. Это ассоциация защитников велосипедистов, можно так сказать. Здесь в Вашингтоне есть и такие люди. Hi. Привет, мы из России. Приятно познакомиться. То есть вы боретесь за права велосипедистов? Байкеров, как вы их тут называете. Почему это так важно для вас? Это важно для нас, потому что мы должны быть уверены, что велосипедист, любой из нас, благополучно сегодня доберется до дома. Мы работаем, например, с планировщиками города для создания еще большей и еще более безопасной инфраструктуры. Это больше велодорожек, больше веломаршрутов и так далее. Знаменитая поговорка о том, что когда русскому человеку что-то не нравится, он пишет жалобу начальству, а когда американцу что-то не нравится, он переходит дорогу, идет к соседу, они основывают ассоциацию, которая решает все эти вопросы. Именно так и есть. В конце концов, я отвечаю за себя, за свою семью, но чтобы им было лучше, мне лучше в сообществе в этом помочь, и тем самым помочь и себе, и другим. То есть это даже не совсем альтруизм? Нет, потому что в конце концов я выиграл. Да. Вот как с этими налогами, понимаете, то есть люди гордятся тем, что заплатили налоги. Да, но они позволяют им требовать от властей то, что они хотят от них. То есть я как бы делаю себе хорошо, потому что я буду ездить по этому асфальту, я буду ходить в все эти рестораны. Подходит к концу. Особенно в таких городах, как наш, с его перегруженностью автотранспортом. Есть, как мы теперь знаем, другие варианты. Есть велосипеды, есть общественный транспорт, метро, легкое метро, скутеры, есть прокат велосипедов. Вот все эти варианты приводят нас к балансу интересов. Конечно, мы очень хорошо понимаем, что все, что мы говорили сегодня, это довольно спорно. И можно долго спорить о том, что у нас другая страна, другой город, другие люди, в конце концов. Но есть вещи, которые касаются каждого. Есть слова, которые западают в душу каждому из нас. И эти слова мы можем с вами встретить вот здесь, в Вашингтоне, на Арлингтонском кладбище, где похоронен экс-президент США Джон Фиджеральд Кеннеди. Мы сейчас как раз находимся здесь. Вот эти слова, они всем известны. Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас. Лучше спросите себя, что вы можете сделать для вашей страны. Для нас в России, возможно, это просто красивые слова, но здесь, для многих жителей, живущих здесь, это самый настоящий жизненный девиз. И вот это тот самый урок, которому нам стоит поучиться у тех, кто живет здесь и кто хочет жить еще лучше. Михаил Любимов, Роман Безменов и Константин Илларионов. 7 дней. Вашингтон, Соединенные Штаты Америки.